В Нерюнгринском районе стартовала передвижная выставка «Военное наследие народа России на страже мира». Ее открытие состоялось в информационно-технологическом лицее номер 24 города Нерюнгри. Мероприятие, приуроченное к Году единства народов России, собрало 1200 учащихся и педагогов, став одним из наиболее масштабных событий в сфере патриотического воспитания района за последнее время. Выставка призвана напомнить жителям о решающем вкладе всех национальностей многонациональной страны в защиту Отечества. Экспозиция охватывает ключевые вехи российской истории от эпохи Средневековья до специальной военной операции, демонстрируя, что единство и героизм во все времена помогали предкам отстаивать мир и независимость Родины. На выставке присутствовали живые экспонаты, воины разных эпох. Я гвардеец, при мне шашка, еще должно быть какое-то оружие, я уже не помню. Оно должно быть вот тут быть. Ну и там пистолет, вода, ну и все впрочем. Ну сейчас он бы не так актуален был бы, потому что тут обувь неудобная. Ну и в целом с шашкой бегать не очень будет. Мой образ представляет собой штурмовика конца 1944 года при битве за Берлин. Снаряжение представляется граната, подсумки для патронов и медали. Я представитель войны, уже конец войны, когда уже Берлин брали. Это уже конец войны, это 45-44 года. У меня вот сумка для граната, патроны, вот, наконечник для калаша. Я представляю собой солдата, сапера во времен Афганистана. Я имею при себе тяжелый бронежилет, разгрузку и флягу. Бронежилет очень тяжелый, в нем металлические ставни, так что для быстрого перемещения современному солдату это не подходит. Для тех времен это бы очень хорошо защищало. Мой образ представляет срочника СВО. Вот. Тут бронежилет разгрузочный, тут вот сюда вот кладятся гранаты, тут лопата. Очень удобно. В нем можно и побегать, и попрыгать. Можно положить шашки, и гранату можно накинуть сюда. Вот. Ну и, естественно, ножи. Мое снаряжение, я снайпер, СВО. Ну, масхалат нужен, чтобы лежать в укрытии, чтобы тебя не видели, чтобы не замечали. Ну, масхалат удобный, ну, в минус, но в нем то, что в нем жарко. В нем быстро ты потеешь, а так удобно, свободно. Организатором масштабного проекта передвижной выставки «Военное наследие народа России на страже мира» выступил начальник штаба юноармейцев Нерюнгринского района Спартак Колесов. Тут мы объединили 6 выставок в одну. Я думаю, это очень интересно. Во-первых, не надо никуда идти. Во-вторых, в течение дня школьники могут подойти, спросить что-то, ну, где-то постеснялся, где-то сфотографировать, потом поискать. То есть такая выставка нужна, чтобы они знали, что такое вооружение русских воинов, да, от начала веков до конца, вот, до современности, до СВО, посмотреть, одеть. То есть, я думаю, это очень нужно, надо. Ну и плюс мы как раз сделали благотворительную ее, то есть каждый может положить небольшую там копейку, помощь нашим воинам. Ну и проект, который мы хотим сделать, это будет, хотим подать его на грант главы республики. И с сентября месяца такая же выставка будет раз в месяц во всех школах нашего района. Для выставки купить те вещи, которые мы не можем осилить. Там некоторые комплекты там, воинов очень дорогие, есть исторические. Некоторые там вот, пулемет нам нужен, ДП. То есть он очень дорогой, мы сейчас его не можем. А он нужен для коллекции, он нужен. Так что вложим туда, ну и обязательно вложим туда рекламные баннеры, то, что вот нужно, расходники какие-то. Обязательно мы хотим эту выставку сделать в следующий раз. Не просто выставка, она будет еще как квест-игра. То есть каждый класс будет проходить, и у каждой выставки будет свое задание. То есть они должны будут там разобрать автомат, рассказать о истории казачества, ну что-нибудь такое. То есть это будет интересно, ну и победитель получит какой-нибудь там приз. Ну, это все в разработке. Мы учимся, смотрим,
что нужно добавить? Ну, уже я спросил, уже и казаки, вот Чекряжин говорит, так, на следующий раз мы сделаем чуть больше, лучше, добавим это, добавим это. Я уже тоже думаю, сзади надо обязательно камуфляжные сети повесить. Ну, то есть будем улучшать, чтобы детям очень, ну, как понравилось. Ну, уже я вижу, что очень нравится, потому что, ну, не все придут на такие выставки просто так, именно с родителями, а тут просто выставка пришла к ним сама. Выставка объединила несколько тематических площадок, на которых исторические реконструкторы и общественные организации представили уникальные экспозиции. Так, военно-исторический клуб «Волчий кряж» воссоздал предметы быта и вооружения Древней Руси. У нас тут небольшая инсталляция быта, игр и принадлежностей к быту. У моего друга Ильи Шурховецкого чуть другое, там более игровые мечи, щиты, чем именно мы сражались. А так большая часть предметов тут предоставлена. Ну, так же, как и мой костюм, мы это все сами делали и шили. Щит то же самое. Максимум, что с этого щита мы заказывали, это вот умбон, потому что его сложно сделать в маленькой кузнице, его выдавить надо, либо его ковали. А так это чисто из досок делалось. У нас есть набор для разведения, рассказываем, как это раньше было сложно. Сейчас-то спичку, зажигалку бросил и все. А тут сейчас вам покажу. Вот это вот у нас кресало, это кремень. Ну, еще, конечно, гриб, трутовик, который мы сушили, его подкладывали сюда и вытачивали искры вот так вот. То бишь надо этим маленьким камешком попасть именно на гриб, чтобы он именно зажегся. Им показываешь, они говорят, а как это сложно? Я говорю, я вам так скажу, друг делал полчаса и до сих пор не развел. То бишь сложно, им интересно, забавно даже бывает. Самое веселое это вот. То бишь по находкам то же самое. Никто не знает, что это, но есть два варианта. Дети думают, что это для, не знаю, там, то же самого разведения огня. Нет, я говорю, это для либо правки оружия, либо заточки, либо для проверки именно подлинности монет. Есть вот монеты, которые мы из современного сделали, свинца. Если на нем вот так вот делать, то видите, какая она тонкая и бледная. То есть понятно, что с примесями не настоящая. Если раньше же бронзовые были, серебряные, золотые, а есть еще типа украшения в виде латуни. Латунные монеты вроде тоже деланы, но это не точно. Но как можно проверить? Одну я сделал, это вот с примесью, это не настоящая. А если настоящая, она более такой яркая. То есть это два варианта принадлежности этого предмета. А так пока не ясно для чего. У нас здесь выставка по раннему средневековью Древней Руси. То есть здесь предметы быта и вооружения вот с моей стороны. Немножко музыки есть. То есть вооружение это защитное, такие вот шлема. Это вот шлем такой древнерусского типа с таким трезубцем, характерной выпушкой, украшениями и кольчужной бармицей. Есть также шлем, найденный, ну оригинал шлема найден в Норвегии, а реконструкцию уже мы делали, копию. Вот этот шлем, вот такой. Более простой конструкции, можно сказать. И также щиты, сделанные из досок и кожи. То есть здесь на этом щите видно, вот это доски, очень тонкий слой досок и кожа. То есть такой щит, он защищает хорошо от колющих ударов, от рубящих, но оружие, естественно, его пробивает, он тонкий. Это в то же время и плюс, потому что оружие застревает в нем. То есть копье, меч может увязнуть в нем, вы можете отвести его и нанести удар своим вооружением. Такое вот. Ну и остальное, это атакующее вооружение, это у нас меч, конечно, красивый такой, обоюдоострый клинок, копья, топорики, вот такие. Ну, в целом мы этим всем фехтуем, то есть здесь у нас выставка, выставочная деятельность, мы показываем ребятам, рассказываем про то, как это использовать, что это, даем пощупать, потрогать, подержать в руках. И помимо этой деятельности мы занимаемся еще сами фехтованием, то есть фехтуем вот этими макетами. Ну и также мягкие мечи используем, вот современный мечевой бой. Их сейчас тоже используем для тренировок. Нерюнгринское городское казачье общество познакомило гостей с культурой казачества, представив макеты клинкового оружия, нагайки и папахи. На нашей выставке у нас несколько видов. Первый вид – это сабли. Вот. Второй вид – это шашки. Третий вид – это кинжалы. Это не только кавказские кинжалы, но кавказские кубанского казачьего войска.
То есть у казаков тоже были кинжалы, не только у представителей кавказских национальностей. И дальше это плети, так называемые нагайки. Это донская нагайка. Отдельно ручка, отдельно хлыст и через кольцо. Через цепь, через кольцо они бывают разные модификации, но именно такое. Отдельно ручка и отдельно хлыст. И кубанская нагайка, она ровная, то есть цельная. Это строевая такая плеть, самая простая, которая есть. Дальше у нас головные уборы. Не все, которые у нас есть, просто признак, что это вот папаха, это кубанка. Головных уборов есть разные цветовые гаммы, то есть в следующий раз мы их предоставим. То есть желтый, синий и красный – это основные цвета рода войск, так скажем. То есть красный цвет – это Дон, Кубань, а желтый цвет – это Сибирь, Оренбург, Амурская область, Приморье, там вот желтые околышки. И голубой цвет, синий – это кавказские, то есть терские казаки, у них вот этот цвет. У кубанских и терских казаков идут черкески, кубаночки, обязательно кинжал. Это обязательный атрибут кубанских и терских казаков. Булава потеряла свою актуальность как боевое оружие с изобретением огнестрельного оружия. Но булава сохранила новый смысл. Это символ власти. То есть у казаков это символ власти атамана. Когда выбирают атамана, ему вручают булаву. Это в основном частные коллекции наших казаков, вот, которые на такие мероприятия дают свой инструмент, так скажем, своей коллекции, и мы выставляем. Это не весь арсенал, который мы сегодня предоставили. На самом деле их штук 11 только одних шашек, разных конфигураций, разного года производства, с разной историей. То есть это малая часть. В дальнейшем мы будем выставлять побольше. Здесь, к сожалению, сегодня не представлена кавказская шашка. Она есть, но немножко не в том виде, в котором можно представить. То есть ее надо еще сделать. Нерюнгринский исторический музей подготовил экспозицию «Подвиг армии», включившую подлинные документы, награды и личные вещи участников Великой Отечественной войны. Военно-патриотическое объединение «Беркут» организовало показ образцов стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны СССР и Вермахта, а также современной российской армии. Это вещи Великой Отечественной войны, они все настоящие. То есть вот это сирена, это телефон, различные гранаты, ботинки и шлем военнопленного, можно так сказать. Также каска и шлем танкиста. Вот это граната 41-го года F2. ППШ. Охолощенный. Ну, года, к сожалению, не написано, но где-то 42-43. Пулемет 48-го года. Тоже настоящий охолощенный. Ну и саперная лопата. Тоже с 40-х годов. У нас идет немецкий пулемет Великой Отечественной войны МГ-42. Его использовали во время защиты, либо также штурмом. Использовался он иногда в танках немецких. Так. Вот это у нас ППШ. Он использовался очень сильно советскими солдатами. Также Великой Отечественной войны. Вот это у нас идет, получается, какой? 103-й. Модифицированный. Телескопический приклад, голографический прицел и гранатомет. Это АК-47, использовался в афганской войне больше всего. Потом идет мушкет. И после идет снайперская винтовка Драгунова, охолощенная. На ней представлен рамочный приклад, оптический прицел и маскировочная сеть для маскировки. Этим оружием МП-40 воевали люди на стороне немцев. У них очень большой оборот производства этого оружия был.
Так что это можно очень часто увидеть в разных фильмах там, и так далее и тому подобное. Вот. У наших же войск использовались вот такие ППШ с барабанным типом магазина, там где патроны ставились по кругу, окружности. По кругу. Вот. В принципе, эти два автомата на то время, когда была война, были достаточно хорошими, но хорошо, что у нас появился очень хороший и знаменитый изобретатель автоматов по имени Калашников. И вот создал сначала АК-47, у него приклад был деревянный, цевье деревянная, ручка тоже деревянная. Это все для облегчения автомата. Со временем начали производить автоматы типа АК-74М. М означает модернизированный. Что тут было модернизировано? Приклад пластиковый, более легкий. Также он складной. Также был добавлен пламя-гаситель и пластиковый цевье. Это также все для облегчения, все для удобства ведения военных действий. Это все приборы для людей, которые ищут мины. То есть вот именно этот металлоискатель использовался в Афгане. То есть человек одевал наушники, с собой была вот такая сумка, где было само оборудование, которое читало появление мин. Вот, и человек вот так с наушниками ходил аккуратненько. Если слышал какой-то писк, то, скорее всего, это либо мина, либо какое-то другое железное устройство. У меня есть броники и каски. Это кольчуга с 12 века по 15. Кольчуга, с ней используются каски. И когда люди одевали их, они были какими-то мутантами, потому что это все тяжело. Они ходили все время в этом, каждый день. Дальше идет, можно сказать так, 45-го года каски металлические. Они могут спасти от вот, допустим, кирпич упадет с какого-нибудь этажа, он не разобьется, а каски ничего не будет, вмятина большая. Дальше идет бронежилеты. Они тяжелые, с плитами, вот она с плитами. Используется сейчас у инкассаторов, у военных. Музей СВО и волонтерское движение «Зов Севера» представили трофейные образцы вооружения, фрагменты техники, письма детей и свидетельства вклада волонтеров района в поддержку бойцов на передовой. Мы впервые участвуем в выставке, но не впервые в таких массовых мероприятиях. Мы и на День России, и на СИХ мы выставляли свои результаты работ, мы пытались познакомиться с горожанами, и горожане, чтобы узнали нас, о нашей деятельности, как мы помогаем нашим бойцам в зоне СВО. Здесь мы представили маскировочную сеть, которую мы плетем, представлены одеяла антидроновые и антидроновые пончо, то есть то, что защищает от тепловизоров, вызывает интерес. Ребята с удовольствием подписывают листочки с пожеланиями для бойцов, привязывают сами на маскировочную сеть. Таким образом, они понимают, что они как бы тоже вносят вклад в защиту наших бойцов. Дальше, что еще мы представили? Совсем недавно, буквально несколько дней назад, мы начали шить бандажи для госпиталей. Причем шьем мы их из отслуживших свое джинсов. Джинсовая ткань очень прочная. Мы бросили клич. Люди несут нам старые джинсы, из которых мы там на стенде можете посмотреть. Там представлены эти бандажи. Будем помогать и госпиталям тоже, хотя мы им помогаем другими способами. Здесь еще у нас представлены сувениры, обереги, которые делают наши волонтеры, отправляем на СВО. И письма, фотографии бойцов, письма, которые пишут ученики школ всего города.
бойцы с огромным теплом получают эти письма, они их берегут. Ни одно письмо не было потеряно или, не дай бог, выкинуто. Они берегут, и они стараются отыскать авторов даже. Вот буквально недавно был случай. Боец с позывным «Стич» пришел к нам в штаб и спросил вот это письмо, значит, от мальчика, как мне его найти. И мы подсказали, что это детский сад «Малыш». Вот. И он пошел в детский сад. Детский сад «Малыш» устроил ему очень теплую встречу с ребятами. И он еще взял несколько писем, говорит, отвезу братьям. Бойцы очень любят это. Вот. Ну и один из стендов на нашей сегодняшней выставке посвящен трофеям. Вот. Должна сказать, что трофеи интересуют школьников, старшеклассников интересуют шевроны, конечно, ВСУшные, и очень интересуют два учебника истории у нас представлены, тоже трофейные, из библиотек украинских. Вот такое мы стали изготавливать пончо, антидроновое пончо для наших бойцов. Спасает ребят от дронов БПЛА. У него пятислойная прослойка. Здесь два вида фольги. Сделано синтепон. Ну, как сказать, надеемся, что будет все хорошо, дай бог. Сейчас вот мы будем его тестировать, проходить. Собрались выезжать в Венгру. Там у нас есть охотники, где мы можем протестировать. И если у нас есть где-то какие-то недоделки, мы это все доделаем, доработаем. Студенты Нерюнгринского медицинского колледжа провели для школьников практический мастер-класс по тактической медицине. В данный день приехали показать детям основные азы медицинских знаний, что нужно делать. Это внутримышечные инъекции, внутривенные, сердечно-легочная реанимация. То бишь все самое базовое, что необходимо с учетом нашего специалитета. У нас в медицинском колледже есть военное направление, то бишь каждый студент, который в этом заинтересован, может участвовать. Лично команда нашего колледжа называется «Поколение Z». Детям больше всего интересны инъекции, вот в любом случае, потому что если вот здесь они так немножко посмотрели, они сразу все перебегают вот сюда, сразу что-то начинают трогать, спрашиваешь, хочешь? Они говорят, конечно, хочу. Они вот в ряд руки поднимают все. Дети выберут профессию себе, могут выбрать. Ну, именно вот, например, медицина, она как бы все показывает. Ну, не все, конечно. Но в любом случае они выберут профессию. Профориентация, скорее. В любом случае дети, это подрастающее поколение. Оно придет и нам на замену, и нашим старшим. И нужно прививать этот патриотизм, чтобы дети знали историю, азы и, грубо говоря, прививать любовь к защите Родины в любом случае. Главная идея экспозиции – наглядно продемонстрировать, что во все времена, защищая Родину, все народы России были едины. Посмотрел всю выставку. Мне понравилось очень то, что выставлены все виды оружия. Очень, так сказать, прикольно. Посмотрел все. Я пожертвовал денежки в поддержку нашим солдатам на войну. Вообще ежегодно у нас проводится эта акция «Помощь нашим защитникам, нашим бойцам, которые нас защищают». Активно все ребята, взрослые, учителя и родители принимают непосредственное участие. Мы собираем медикаменты, всю необходимую помощь, которую бойцы просят. Также наши ребята активно пишут письма, рисуют открытки, что очень примечательно и очень ценно для бойцов, потому что не раз уже нам добровольцы об этом говорили, что именно открытки и письма очень греют душу, поэтому мы ежегодно это проводим и сотрудничаем активно с нашими добровольческими организациями. Это «Зов Севера» и «Дарите добро», поселок Чульман. В ближайших планах сделать выставку передвижной и провести ее во всех учебных заведениях района, чтобы как можно больше жителей смогли прикоснуться к живой истории и узнать о ратных подвигах предков.